Добрый день, Күн яхшы булсын. Уважаемые организаторы и участники круглого стола. Передаю горячий привет из Крыма и желаю вам плодотворной работы. Выражаю искреннюю благодарность организаторам круглого стола за приглашение и очень сожалею, что по определенным обстоятельствам не смог принять в нем непосредственное участие. Мой доклад называется «Этническая история народов Степного Крыма в IX-XIV веках» и посвящается этносоциальным процессам в развитии народов Степного Крыма, начиная с периода образования тюркского каганата. На языковой и культурной базе этого могущественного государства, его объединения, сформировались племенные объединения, которые в русских средневековых летописях именовались половцы, крымцы и нагаи. В XI веке, после ослабления власти Кагана, храбрые и искусные воины-кипчаки овладели его обширными степными территориями. Началась эпоха кипчаков. Завоевав степной Крым, кочевые племена кипчаков постепенно переходили к полуоседлому образу жизни, занимаясь земледелием, разведением овец, крупнорогатого скота, лошадей и верблюдов. Кипчаки освоили искусство обработки металлов, изготовления военной амуниции, а также одежды из меха и кожи. Кроме того, в озерах Саки, Кизилъяра, Кичикбеле население занималось добычей соли. Значительно превосходя остатки крымских племен по численности и развитию, кипчаки смогли объединить и ассимилировать их в единую тюркскую этническую общность. Однако, вплоть до монгольского нашествия они так и не успели принять общее для крымских степняков название. В этом, скорее всего, значительную роль сыграла многочисленность местных племен. Поэтому этноним Кипчак так и не стало эндоэтнонимом населения всего Степного Крыма. Хотя по воспоминаниям старожилов населения города Евпатория и Евпаторийского региона вплоть до 30-х годов 20-го столетия сохраняло неофициальное самоназвание Кипчак. Первому нашествию разноплеменных тюрко-монгольских орд Чингисхана Крым подвергся в 1223 году, а к середине XIII века был окончательно завоеван ими и став крымским улусом Золотой Орды. В течение сравнительно короткого времени, как писал известный нагаевед Трипавлов, кипчаки практически утратили домонгольские племенные деления и стали обозначаться посредством этнонимов тех монгольских племен, в нутагах которых им довелось оказаться. Кочевавшие нутаги-мангуты стали мангытами, в зоне ханкератов – кунгратами, найманов стали найманами, кириитов стали киритами или киреями. На начало XVI века пришелся период распада Большой Орды, активно претендовавшей на роль правопреемницы некогда могучей Златоордынской империи. Окончательный конец существованию некогда могущественной империи Чингисхана положил крымский хан Менгли-Герай I, который в мае 1502 года двинул против остатков Большой Орды свои войска и одержал окончательную победу над ордынцами. Таким образом, Крымское ханство стало законным преемником Золотой Орды. По воле крымского хана в Крым были переселены части племен господствующего рода Ногайской Орды мангитов, ногайских племен, отошедших от Большой Орды. Масштабное привлечение в Крым переселенцев из ногайских орд являлось стратегической политикой набирающего мощь Крымского ханства, преследовавшей цель не только увеличению податного населения, но и особенно важно возможности использования многочисленной, высокомобильной и отважной ногайской конницы. С конца XVI века массовый характер приняли переселение в материковые владения Крымского ханства и прикаспийских нагаев. Языковые особенности нагаев, язык потомков кипчаков, степных крымских татар и язык нагаев относятся к кипчако-ногайской подгруппе северо-западной группы тюркских языков. Диалектные особенности сглаживались по мере углубления ассимиляционных процессов. Но самобытные ногайские говоры и наречия до сих пор сохраняются в языке крымских нагаев. Кроме языковой общности, между крымскими степными татарами и переселившимися в Крым ногайскими племенами было много общего, хотя существовали и определенные различия, исходящие в основном из ментальной особенности оседлой и кочевой культуры. Одним из важных факторов в нивелировании имеющихся различий стала общая религия – ислам. И степное население Крыма
так и переселившиеся на полуострове Нагаи исповедовали ислам суннитского толка ханафитского мазхаба. Совместные религиозные обряды, празднование мусульманских праздников, традиции в степи, обычаи взаимного гостеприимства, веселые народные гуляния с непременной джигитовкой и, конечно, языковая общность сыграли большую роль в интеграционных процессах нагайских родовых племен, в общественное устройство оседлых крымских степняков. Подавляющая часть переселившихся в степном Крыму нагайских родоплеменных объединений, перешедших к оседлому образу жизни, по примеру аборигенного населения, стала заниматься традиционными для степного Крыма промыслами, хлебопашеством и выращиванием сельхозкультур. В крымской степи процветало животноводство, особенно овцеводство и коневодство. И, естественно, развивались кожевенные промыслы. Выделывались всевозможные сорта софьянов, юфти и шагрени разных цветов. Большой славой пользовались нагайские ковры и изготовленные из декоративного войлока пояса. В течение почти 3 столетий существования в этих местах названия кыпчакских, мангитских и других племенных объединений были постепенно утрачены, и практически все степное население Крыма повсеместно стало называться нагаями, ставшими одной из самых влиятельных субэтнических групп, сформировавших Крымское ханство и ставшего одним из влиятельных субэтносов крымско-татарского народа. Ареалы расселения кыпчакские, тюрко-монгольские и нагайские родоплеменные объединения отразились в топонимике Крымского полуострова. Например, кыпчаки: Беляус-Кыпчак, Каралар-Кыпчак, Алгазы-Кыпчак. Тюрко-монголы: Барын, Найман, Катаган, Джалаир, Онгут, Ойрат, Карангыт, Кириит, Кият, Конрад, Вейрат, Меркит, Сижуут. Нагаи: Актачи, Аксакал, Меркит, Алчин, Аргын, Актачи, Мангит, Конград, Кегенес, Кириит, Нагайлы Ахмат, Нагайлы Кырк, Онлар, Биюк-Онлар, Чимбай, Яшлау. Благодаря современным методам исследований появилась возможность реконструировать генетические особенности субэтнических групп крымских татар. Исследование генофонда крымских степных татар в 2010 году и 2013 годах проводилось под эгидой крупного международного проекта Genographic. Несмотря на то, что все 3 субэтноса крымско-татарского народа в настоящее время живут вперемешку, в выборку включались лишь те участники, у которых как минимум обе бабушки и оба деда принадлежали не просто крымским татарам, но и к одному и тому же нагайскому субэтносу. Как отмечает исследователь Акджаян, степной субэтнос крымских татар немного генетически приближен к астраханским, но при этом также и к разным группам нагайцев. Результаты исследований указывают о влиянии на генетику крымских нагаев этнических контактов с народами Кавказа, происходивших на протяжении длительных исторических периодов. Этот факт подтверждается и тюркским кыпчако-половецким говором крымских нагаев, идентичный говору некоторых народов Кавказа. Научные и культурные связи нагаев с российскими регионами. На протяжении полувека проживание крымских татар в местах ссылки в 1944 и 1990 годах, их контакты с соплеменниками из других регионов Советского Союза были ограничены. Следует отметить, что в последние годы ситуация изменилась. Участились контакты крымских и нагайских представителей науки и культуры, в ходе которых вновь приходит понимание исторической общности этих народов. Научные и культурные связи между родственными крымскими и нагайскими народами стали приобретать регулярный характер. В рамках совместных контактов, в которых мне довелось принимать участие, я познакомился с представителями нагайского народа Астраханской области, Дагестана и Карачаево-Черкесской республики. При общении чувствовался их неподдельный интерес к судьбе Крыма и крымско-татарского народа, и в частности к нынешнему состоянию крымских нагаев, которых они рассматривают как близкий и родственный народ, являющийся наследником золотоордынской цивилизации. Позитивные процессы, происходящие во взаимодействии представителей наших народов, вызывают удовлетворение. Однако присутствует и серьезная озабоченность в связи с негативными явлениями, связанными с попытками некоторых кругов исказить историю нагайского народа.
и нивелировать его национально-культурное наследие. Хотелось бы выразить уверенность, что вопросы сохранения культуры, традиций, языка и идентичности при сохранении взаимного сотрудничества в виде творческих и научных контактов будут успешно решены. Благодарю за внимание. Саулнус. Булатов Айдар Аметович, кандидат философских наук, Крымский научный центр этносоциальных и этноконфессиональных исследований города Симферополя, Республики Крым.